Добрый вечер. Хастагала Амта в прямом эфире. Сегодня я сразу представлю наших гостей. Беседуем с вице-премьером, министром финансов Джамхухом Нанба и министром экономики Адгуром Ардзинба. Ну, первое самое, что я сейчас прочитал, вот готовясь к этому эфиру, некоторое определение того, в каком состоянии находится наша экономика. Я процитирую некоторые по этому поводу высказывания. Ну, тут говорится, в общем, о власти, но, конечно же, подразумевается и Министерство финансов, наверное, я так думаю, и Министерство экономики. Власти не справились с возложенными на них обязанностями и привели страну в упадок. Говорится также еще о том, что в общем-то, власть нанесла колоссальный ущерб экономике. Также говорится о стремительном упадке уровня жизни населения. Вместе с тем есть такое еще и ироническое заявление о том, что вместо объективного анализа и правды наше общество получило оптимистический доклад о динамике, о прогрессе, о грандиозных успехах в экономике и социальной сфере в 2017 году. Но все это звучит как бы иронически. Поэтому, знаете, что я бы хотел с вами сразу так с общего начать и вообще поговорить о состоянии нашей экономики в таких доступных для меня и наших телезрителей определениях. Прежде всего хотелось бы от вас услышать вообще ваши комментарии по поводу этих высказываний и определений. Да, я думаю, что вы, наверное, да. Во-первых, добрый вечер. Еще раз. Ну, такого рода высказывания, честно говоря, я уже 4-й год работаю во главе Министерства экономики, и до этого такие высказывания были. Они имеют место быть, эти высказывания. Я думаю, что в большей степени, конечно, это связано с политической борьбой. И комментировать эти высказывания с точки зрения какой-то объективности или пытаться искать там какую-то объективность, я думаю, что смысла нет. Вы думаете, что это основа таких заявлений, это чисто политическая? Абсолютно, это же. Я думаю, что наше общество уже за такие годы строительства демократических этих основ, мы уже воспринимаем эти высказывания немножко по-другому, как это, может быть, было лет 10 назад. И такие слова, как колоссальный, что-то там еще такое, да, это все говорит о том, что авторы таких высказываний пытаются придать некий такой еще больший вес своим этим высказываниям. Это некий такой вид политической конкуренции. Ну, это позволяет наше законодательство, у нас демократическое государство, есть оппозиция, есть действующая власть. Я думаю, что это тоже, когда, скажем так, политические силы, которые используют такого рода методы, они придут на выборы. Были у нас выборы в парламент. Когда они поймут, что эти вещи не работают, тогда я думаю, что уже такая повестка отпадет. И еще что хочу добавить. За этими высказываниями, к сожалению, к сожалению, нет никаких предложений, нет никакой повестки позитивной. То есть вы сделали неправильно, а надо было сделать вот так и вот так. Этого нет, к сожалению. Ну, вообще и оппозиционный блок, и другие какие-то организации, они говорят о неких таких ошибках, которые произошли в
экономическом действии. Вот я, например, процитирую, что тут грубейшие нарушения и ошибки, допущенные властями, по мнению вот этих оппозиционных политических сил, они свидетельствуют об их неэффективности. Вот об эффективности и неэффективности я бы хотел, чтобы вы тоже что-то определенно сказали. Ну, конкретно Как какие ошибки? Надо же конкретно сказали, понятно, конкретно какие ошибки. Где? Я же не говорю о том, что все очень хорошо. У нас, если внимательно смотреть выступление нашего президента, в частности, вот послание, он же тоже не говорит, что у нас все хорошо. Он тоже говорит в своих выступлениях, постоянно говорит о том, что есть проблемы, и никто их не исключает. Есть проблемы субъективные, и об этом он тоже говорит. Есть проблемы объективные. Не надо забывать о том, что, в конце концов, мы же не на отдельной планете живем с вами. Есть мир, мы находимся в рублевой зоне, мы в экономическом плане зависимы от того, что происходит в Российской Федерации. Как эта зависимость определяется? У нас туристы из Российской Федерации, правильно? Соответственно, валюту Российской Федерации мы используем. Если там есть проблемы с курсовой разницей, это автоматически бьет по нам. Если платежеспособность российских граждан снижается, соответственно, и туристы, которые приезжают к нам, они тратят меньше денег. И тогда это все взаимосвязано. Но я не хочу, чтобы это было истолковано как какое-то оправдание. Это такие реалии, они сложились, они есть. Но, тем не менее, есть моменты, которые крайне позитивны. Крайне позитивны. У нас, например, экспортная составляющая за последние годы увеличилась в 2-2,5 раза. Это как раз вот тот эффект, обратный эффект, положительный эффект от того, что там происходит с рублем и так далее. То есть наши товары стали более конкурентоспособны на российском рынке. С другой стороны, со стороны государства оказывается там поддержка, где есть такая возможность оказывать поддержку. В рамках законодательства какие-то льготы предоставляются там крупным инвестиционным проектам. В части малого бизнеса, там, вы знаете, мы очень много раз об этом говорили, были проведены разные программы, в том числе и льготного кредитования, и обучения, переобучения. О них потом позже, наверное, мы более подробно поговорим. Поэтому ведь эти высказывания, я еще раз вернусь к ним, они же носят перманентный характер. То есть вы обратите внимание, от смены политической команды, вот риторика, она же не меняется. Я бы хотел просто узнать, вот знаете, так вот для простого такого моего обывательского, можно сказать, мнения, мне просто интересно, вот в цифрах, что вы скажете об экономике, о ее росте или упадке, например, наоборот? Я же вам сказал, Валерий, есть проблемы, и мы не говорим о том, что экономика растет такими темпами, которые... Есть у нас такое определение? Есть, абсолютно могу сказать, что вот если говорить... Один из основных показателей вообще, вот если говорить о нашей структуре экономики, это экспорт, о котором я говорил. Вот он достиг больше, чем 5 миллиардов рублей. То есть, если сравнивать там, с какими-то годами ранее, там, это было там, 2,5, 2,9, потом 4,5 до 5 миллиардов рублей. То есть 2 с лишним раза. Вот это такой очень хороший показатель. В целом, если говорить о бюджетных показателях, ну здесь Жансук Эдуардович тоже, наверное, скажет. Поговорим, Поэтому есть такие... Опять же, еще раз повторюсь, ситуация, она не простая, она тяжелая, мы это все понимаем, но есть определенные возможности у государства. И бюджетные возможности, и иные нормативного характера, вот в части регулирования, да, есть вот эти возможности. И государство делает то, что может сегодня. Есть набор вот этих инструментов, он или широкий, или ограничен, с учетом этих возможностей. Поэтому, если говорить о рабочих местах вновь созданных в реальном секторе экономики, я вот на прошлом эфире об этом говорил, еще раз повторюсь, была проделана очень большая работа по линии поддержки со стороны Российской Федерации льготного кредитования среднего и крупного бизнеса. Предприятия уже, многие из них функционируют. Часть из них в этом году будут введены в эксплуатацию. Это больше 400 с лишним рабочих мест.
в реальном секторе. Это рабочие места, которые будут постоянно высокооплачиваемые места. Это и переработка сельхозпродукции, это и гостиничные комплексы, это и, значит, производство пищевой продукции и так далее, и так далее. То есть, конечно, для потребностей нашей экономики этих предприятий строиться в год должно гораздо больше их появляться в Абхазии. Но опять же, возвращаясь к тем возможностям, и сравнивая при всем уважении, да, с какими-то периодами, тогда были другие возможности, не было таких. Есть динамика. И никто, ни президент, никто в правительстве не говорит о том, что есть там исключение реальности, что нет проблем. Они есть, эти проблемы, они решаются, эти проблемы, решаются, значит, последовательно по мере каких-то появления каких-то возможностей. Вот вкратце я так хотел бы сказать. Потом более детально можем. Хорошо. Джансух, вот я бы к вам обратился. В прошлой передаче у нас на прошлой неделе вы были, и там подробно говорилось о тех проблемах, которые связаны с бюджетом. Вот. Ну, там подробное разъяснение было, и я думаю, что, наверное, этого достаточно. Но, с другой стороны, прозвучало такое вот предложение о том, чтобы в случае, если бюджет не исполняется, кто-то должен нести за это ответственность, причем на законодательном уровне это утвердить. Вот как вы считаете, в принципе, необходима ли такая мера для того, чтобы гарантировать исполнение бюджета? Ну, единственное, что я хотел бы добавить к вашим словам, это упомянуть нашим телезрителям, что на прошлом эфире речь шла об исполнении бюджета 2017 года. Ну, мне кажется, мы достаточно большое внимание уделили в эфире этому вопросу, разложили все по полочкам, по цифрам. Мне кажется, что нам удалось довести до наших телезрителей, до наших граждан ситуацию, как на самом деле обстоят дела. Вот. Что касается ответственности. Мы много говорили о планировании бюджета. Да? Приводились различные примеры, мировой опыт. И из всего этого можно сделать вывод, что любые планы чаще всего не исполняются. Как в меньшую сторону, так и в большую сторону. То есть любой план, который ставит перед собой, будь то государство или человек, всегда существует определенная доля риска его невыполнения или перевыполнения. Если мы говорим с вами Такое тоже бывает? Безусловно, безусловно. Если В нашей истории или... Ну, если брать, допустим, определенные показатели по поступлениям, да, есть такие показатели, которые у нас там превысили план и так далее. Если говорить об ответственности, да, непосредственно возвращаясь к вашему вопросу, да, это вот... то мне кажется, что ответственность, если мы говорим о госслужащих, в первую очередь должна быть за соблюдение законов и соответствующих правил, которые утверждены соответствующими нормативно-правовыми актами. В случае, если будет доказано, что то или иное должностное лицо нарушило закон или какой-либо иной нормативно-правовой акт, вот в этом случае этот человек должен понести ответственность в соответствии с действующим законодательством. А возлагать ответственность за неисполнение бюджета, ну, на мой взгляд, это не совсем рационально. Ну, мы же не можем возложить ответственность на наших налогоплательщиков. Вы знаете, за то, может, что... это дилетантский вопрос такой, но, может быть, можно или необходимо возложить ответственность на премьер-министра? Ну, опять же, да, возвращаясь к вопросу, если премьер-министр в процессе своей деятельности нарушил тот или иной закон, да, или какой-либо иной нормативно-правовой акт, безусловно, он должен нести ответственность. Но если по ряду объективных причин в период, допустим, работы того или иного премьер-министра, ну,
так получилось, что не исполнился бюджет запланированный, то, на мой взгляд, здесь, конечно, есть огромное поле для анализа произошедшего, для того, чтобы выявить причинно-следственную связь между теми решениями, которые были приняты в процессе, и посмотреть, к каким результатам это привело. Это, безусловно, полезно для работы в будущем. Но, на мой взгляд, за неисполнение бюджета, так скажем, да, в определенных пределах, здесь Хорошо. никакой ответственности, да, даже в силу нашего действующего законодательства это не Да, но пока это в смысле предложение такое. Вот, но вы на него ответили. Я думаю, что вы свою точку зрения достаточно ясно отразили. Я бы хотел сказать, что знаете еще, что вот неисполнение бюджета тоже такой вопрос общий, конечно, и мы же в общем как-то говорим. По поверхности, так, не вдаваясь в особые профессиональные подробности и измы. Неисполнение бюджета, вот чем это может обернуться для нашего общества, для его уровня жизни? Ну, Как это повлияет на уровень жизни вот, наших граждан? Безусловно, неисполнение бюджета, что это значит, да, вот если говорить по-простому? Да. Это значит, что государство не смогло выполнить, да, планируемые расходы соответствующего того или иного года, так скажем, бюджета. Но, безусловно, вот говоря о неисполнении бюджета, мы в первую очередь должны обращать внимание, на мой взгляд, на такие моменты. Остались ли у нашего государства обязательства по заработной плате перед бюджетниками? Остались ли обязательства по исполнению нормативно-публичных обязательств? Ну, известно, что такого нет. И какая бы сложна ни была ситуация, мы строго выполняем свои обязательства именно вот по так называемым защищенным статьям. То есть, безусловно, если мы планировали получить условно там 100 миллионов рублей, да, получили 90 миллионов рублей, то понятное дело, что определенные программы, мероприятия, которые планировалось провести в этом году, вот на эту разницу они выполнены не будут. Скажите, пожалуйста, вот звучат такие упреки в том, что вот то, что я цитировал сейчас, опять я повторять это не буду уже, наверное, чтобы это не показалось слишком навязчивым для вас. Но звучат всякого рода упреки. А что необходимо сделать, на ваш взгляд, чтобы максимально подойти вот к выполнению бюджета? Какие необходимо сейчас принять меры, чтобы не было вот того, что было в 2017 году, и как-то избежали мы того критического состояния, которое было вот в последнее время озвучено в парламенте? Ну, опять же, на мой взгляд, вот те моменты, которые были выявлены в 2017 году, они для нас должны быть, так скажем, показателем в процессе планирования следующего года. Да, возможно, тут масса факторов, которые требуют определенного глубочайшего анализа. И самое главное, на мой взгляд, нет панацеи от всех вот этих вот вопросов. То есть нельзя сказать, что если мы сделаем вот так, то всегда у нас будет исполняться бюджет, и все у нас будет замечательно. То есть это настолько индивидуально, в определенный период времени, то или иное решение, да, в разный период может привести к разному результату, безусловно. То есть, на мой взгляд, для того, чтобы исполнение нашего бюджета было более эффективным, планирование было более эффективным, нам нужно не вот такие громкие высказывания, да, с политическим окрасом публиковать, а сложить свои силы, возможности, свой потенциал, я имею в виду все ветви власти, и
во благо светлого будущего нашего государства добиваться лучших результатов. Я понял. Вы знаете, что вот меня, конечно же, интересует еще и то, что, о чем вы говорили только что. Это вот о поддержке в рамках законодательства. Вот что вы имели в виду? Ну, Вот по этому поводу я бы хотел, чтобы как-то немножко подробнее вы рассказали. И вообще, наверное, о реформах в сфере экономики. ну, Валерий, Почему они не идут? Может, не туда послали? если там вернуться к очень известному высказыванию, базис — это экономика, а все остальное — надстройка, да, законодательная база и так далее. Конечно, вот здесь, если чуть продолжить мысль о том, о чем говорил мой коллега, конечно, если не будет экономики, то планировать бюджет очень тяжело. То есть, если, допустим, доходная часть бюджета зависит в какой-то степени, значительной степени от одного, двух или там, одного десятка крупных предприятий разного профиля и, допустим, какие-то иные обстоятельства, которые находятся вне зоны нашей юрисдикции или нашей, куда дотягиваются наши возможности экономической политики, и все, то есть это будет провал, выражающийся там, в десятках процентов. Вот это все отражение вот той структуры нашей экономики, низкого уровня развития нашей экономики. Вот. Что касается законодательной базы, что нужно менять и что уже сделано. На самом деле, в части законодательства у нас целый ряд инициатив, которые, надеемся, что так или иначе дойдет до парламента, и Народное собрание, парламент, и наши коллеги там в парламенте, я думаю, что очень оперативно они смогут это все, значит, принять. Речь идет о чем? В первую очередь, возвращаясь к первому вопросу о экономике. Когда государство не в состоянии обеспечить такую активную позицию, обеспечить стимулирование за счет такого серьезного вливания финансовых ресурсов, дешевых ресурсов, денег, кредитов, дотаций, субсидий и так далее, набор известен, мировая практика есть. Вот мы именно так, в такой ситуации находимся. Тогда надо понимать, какое государство, в каком государстве мы живем, Какую экономику мы строим? какую экономику мы строим, какая география вокруг нас, какая структура экономики вокруг нас. И в этом контексте я хочу вам сказать, что Абхазия — это, пускай на меня никто не обижается, это микрогосударство. Вот если взять карту мира, Абхазия по своей там, территории относится к микрогосударству. И если взять структуру экономики других таких небольших государств, они все основаны на экспорте. На экспорте услуг, на экспорте товаров и так далее. То есть где-то... Маленькие государства, конечно, не могут какие-то большие промышленные объемы осваивать. Ну, не то, что не могут осваивать. Промышленные объемы-то производить можно, если нет внутреннего спроса на такое количество выпускаемой продукции, то некому будет продавать, правильно? Да. Соответственно, нет тех оборотов, чтобы быть более конкурентоспособным на глобальных рынках. Ну, это сейчас аксиома, здесь рассказывать это, и я думаю, что все и без меня это знают. Вот если взять еще, вернуться к тем государствам, которые построили историю успеха, то наше государство тоже в числе них, я имею в виду по географии, по квадратным километрам, но пока мы историю успеха, к сожалению, не построили. И вот эту историю успеха, строительство, да, этого успеха, я думаю, зависит от того, насколько мы сможем обеспечить те условия, которые необходимы для роста. А это, если мы говорим о экспортоориентированном государстве. Я думаю, что в этой части необходимо обеспечить максимальные условия для того, чтобы в Абхазии, во-первых, перемещение капиталов за границу, в Абхазию и так далее, это надо полностью освободить от всех налогов. Есть такое концептуальное видение. Необходимо создать налоговое законодательство максимально комфортное и удобное в применении как
для государства, так и для бизнеса, да, в первую очередь. И это налоговое законодательство должно быть сравнительно качественнее и привлекательнее, чем на сопредельных рынках. Вот в этой связи Министерством экономики по поручению президента разработана концепция налоговой реформы, рассчитанная на 5 лет. На данный момент в Министерстве по налогам и сборам создана рабочая группа, куда входит и представитель Министерства экономики. Идет работа уже по детализации всех этих идей, которые мы предложили. И, значит, будем надеяться, что там, в короткий период времени будут уже конкретные нормативные акты, конкретные решения. Там и обозначены в этом распоряжении рабочей группе конкретные сроки. И это то, что даст хороший такой мощный эффект, если мы с налоговым законодательством, не только с налоговым законодательством, а вообще в целом зафиксируем раз и на какой-то долгий период с фискальную позицию государства. Это даст, понимаете, когда часто меняется налоговое законодательство, это не есть хорошо. Бизнес не успевает ориентироваться. Потом, что касается малого бизнеса. Да. Очень важно его развитие. Очень, это просто велика, очень большая важность вот, развития малого бизнеса, потому что малый бизнес, он менее волатилен, да, вот в таких вещах. Он быстрее приспосабливается к этим катаклизмам и так далее. В этой части у нас есть проект закона о льготах для малого бизнеса, для начинающих предпринимателей, который предусматривает освобождение начинающих предпринимателей от уплаты всех видов налогов на срок до 3 лет. То есть этот проект тоже есть, идет там согласование, доработка. Я думаю, что тоже будет внесен в парламент. Это тоже даст какой-то, именно в части законодательства, некие условия, которые там позволят. И ряд других нормативных актов, которые там, программу проводятся, я уже говорил, по обучению, повышению квалификации начинающих предпринимателей, потому что очень важно, чтобы предприниматель имел соответствующие навыки. Это очень важно, потому что вот мы с ребятами молодыми там общались в рамках этой программы. Хочу вам сказать, что я просто был очень удивлен тем результатом, который мы получили. На базе АГУ мы проводили эти курсы. Ребята, которые проходили этот курс, у них конечное задание состояло в том, чтобы описать свою бизнес-идею, представить бизнес-план. Наша задача была научить человека уметь правильно планировать свой бизнес, структурировать свою идею и правильно ее преподнести. И когда ребята представляли свои вот эти идеи в виде бизнес-планов, хочу вам сказать, что они очень профессионально выглядят. То есть в этой части тоже проводится определенная работа, и она будет дальше продолжаться. Ну, я думаю, что дальше мы еще... Да, я вот, знаете, о чем хотел еще спросить. Все-таки об, знаете, вот таким показателем как бы экономики является удовлетворенность людей вот экономическим развитием, уровнем там своего благосостояния. Знаете, конечно же, богатые, есть такой, получается уже какой-то разрыв, есть богатые, есть люди со средним доходом, там, либо совсем малообеспеченные. Вот для того, чтобы сгладить разрыв, вот, наверное, необходимо, конечно, не наверное, а действительно необходимо обязательное такое вмешательство государства в экономические процессы. Вот как вы думаете, каким путем можно вот этот вот разрыв сокращать, который существует сейчас в обществе, и он, по мнению некоторых экспертов, он даже усугубляется? Что можно сейчас сделать для того, чтобы этот разрыв сокращался? Вот. Вы правы, Валерий. Здесь очень важно. Кстати, это очень опасный элемент в любом обществе, когда есть расслоение в обществе. Это просто, особенно в нашей ментальности. И это та ну как скажем так, это негативные последствия вот капитализма. Того, не то что капитализма, не совсем так, это негативные последствия переходного периода. Если посмотреть на все постсоветские государства,
так или иначе, за исключением там нескольких, которые, в принципе, если говорить о Беларуси, там, мне кажется, что сейчас строй он больше ближе к тому, что было, нежели то, что происходит там в мире. Но, тем не менее, вот это момент расслоения, он везде, он присутствует. И это очень опасный элемент, который может привести просто к разрушению общества. Это очень важно. И в этих условиях такие негативные, скажем так, сопутствующие элементы, как коррупция, непотизм и так далее, это тоже имеет место быть и в Абхазии, и в ряде других стран. Просто когда одна часть населения, очень маленькая, имеет большие доходы, заработки, другая не имеет доходов и заработков, и более того, когда не работают социальные лифты, не работает система привлечения специалистов там, по уровню квалификации, эффективности. И люди, оказавшись в таком положении, они могут терпеть и какие-то там трудности. Но когда они понимают, что и у их детей не будет перспективы, да, в таких условиях, это очень опасно. И, к сожалению, в этом направлении мы пока еще, когда я говорю «мы», я не имею в виду только действующую власть. Мы, общество, пока еще не решили много-много вопросов, потому что, несмотря на то, что там есть борьба с коррупцией, о которой говорят уже 25 лет, там, неполных. Но... Да, это такая, в общем, укоренившаяся некоторая особенность нашего в этой части, Валерий, я знаю, что вот и Джансух Эдуардович, я думаю, что подтвердит, у Министерства финансов есть планы. Вот очень важно обеспечивать прозрачность работы, прозрачность расходования средств, прозрачность того, какой государственный рубль и на что тратится. Если это речь идет о каких-то там строительных подрядах, люди должны понимать, почему, значит, это лицо или иное лицо необходимо в этом двигаться. Или вот если будет абсолютно раскрыта картина того, куда расходуются деньги, поверьте мне, большая часть разговоров она будет снята, потому что люди, когда поймут, на самом деле, там же, когда вот там часто слышу про президентский фонд, там перерасходование и так далее, и когда кто-то со стороны не понимает, он слышит, что и может сложиться такое ощущение, что вот президент и свой фонд он потратил там на себя. Это же не так. Если посмотреть структуру расходов президентского фонда или фонда правительства резервно, 90, львиная часть этих денег уходит на материальную помощь гражданам, на лечение, на обучение и так далее. То есть люди обращаются, к сожалению, у нас есть такая проблема, люди много малоимущих. И вот эти деньги... И в этой части есть технические какие-то ограничения, но в этой части Минфин работает, я думаю, что... Ну вот как раз мы тогда и перейдем к вам, как бы, эстафетную палочку. Единственное, прежде, чем я продолжу, я бы хотел вернуться к вопросу о социальной расслоенности нашего населения. Именно, единственное, что бы мне хотелось добавить, вот вы сказали, что государство как-то должно предпринять меры по, так скажем, изменению ситуации. И вот на мой взгляд, государство должно вмешиваться, конечно, в это дело. Вот что я хочу эффективно сказать. Так, знаете, вот эту Согласен. Вот ключевое слово «эффективно». То есть если государство будет предпринимать вот какие-то радикальные меры, то это может привести к плохим последствиям. На мой взгляд, основная задача государства заключается в том, чтобы создать условия для того, чтобы вот эти социально необеспеченные слои имели возможность, проявив свои предпринимательские качества, повысить уровень своего благосостояния. Вот в этом направлении что делается? Вот какие планы предпринимаются, осуществляются Министерством экономики?
Министерством финансов. Министерство финансов, пардон. Ну, так скажем, Ну, для меня это все одинаково. Министерство финансов, Министерство экономики. Вам в принципе, непростительно. деньги. Вам непростительно. в принципе, да, все мы, так Это скажем, шутка все-таки. звенья одной цепи и в конечном итоге преследуем одну цель, да, повышение уровня жизни нашего Да. народа. Это главная задача нашего государства. Со своей точки зрения, вот, я бы хотел обратить внимание на то, что говорил Адгур Амиранович. Это вот те результаты, которые уже есть в нашей экономике. Это и успешно реализованные инвестиционные проекты, в результате которых у нас создаются новые рабочие места. Самое главное в этом вопросе создается, но увеличивается налогооблагаемая база. То есть чем больше у нас создается отелей, каких-то сельхозпредприятий, любых, так скажем, предпринимательских инициатив, тем больше наша налогооблагаемая база. Это значит, что больше поступлений, значит, идут в бюджет. Это значит, что возможности, финансовые возможности нашего государства растут. Это значит, что мы можем направлять на острые социально-экономические вопросы большие средства. То есть все это взаимосвязано. Вот скажите мне, пожалуйста, конечно же, налоги – это одна из главных составляющих вообще-то таких экономических кирпичей таких. Но все-таки, наверное, должны быть какие-то и субсидии, возможно, какие-то дотации, вот о чем вы тоже говорили. Да? Это тоже предусмотрено каким-то образом в дальнейших планах, раз мы перешли уже как бы на будущее, о разговоре о будущем. Ну, Адгур Амиранович уже упомянул ряд программ государственных, Да. которые уже успешно реализуются. Это и программа поддержки экспортоориентированных предприятий, это и различные программы, поддерживающие, значит, инвестиционные проекты, это, значит, помощь в возмещении части процентов, уплачиваемых по кредиту, и ряд других инструментов, о которых он говорил. То есть все это на самом деле взаимосвязано. И Ну вот Адгур говорил как раз о том, что этого всего недостаточно как бы сейчас. Понятное дело, что у нас не такие возможности, когда мы можем все обеспечивать в достаточной мере. Но как вы думаете, как из этого нужно выходить для того, чтобы действительно больше было привлечено ресурсов? Я так думаю. Валерий, я же говорю о том, что недостаточно не потому, что там вот есть какие-то у нас лежат в закромах деньги. Не, я тоже об этом не говорю. Я так думаю, что нужно сделать в будущем. Что нужно сделать? Надо навести порядок, чтобы снизить уровень преступности, чтобы Так. те туристы, которые к нам приезжают, они чувствовали себя в безопасности. Значит, если это инвестор, чтобы его права были гарантированы, что его здесь никто не обманет, законодательство работает, решение суда реализуется на практике и так далее, и так далее. Это общий набор действий, которые необходимо делать. Но когда я говорю, что надо навести порядок, это не только там, еще раз говорю, те, кто у власти, временно у власти, там, мы все временно, да, идет смена, у нас демократический строй. Это все общество должно понимать. Вот я не так давно на днях встречался на стихийном собрании с представителями, там, водителями маршрутных такси города Сухум. И завтра у нас будет совещание со всеми руководителями АТП, районных и транспортного управления, так как с недавнего времени это уже там в нашем ведении. Ну, вот такие элементарные вещи, как там внешний вид водителя, значит, манеры, поведение и так далее, и так далее. Ну, кто это должен навести в этом порядок? Вот скажите мне, Валерий, это должен президент или министр финансов или экономики там ходить за... Ну, это же общая такая картина. Это же... Ну, там в основном экономическая проблема как бы во главу угла ставится. Ведь все то, что сейчас произошло с водителями такси,
Это, в общем-то, как-то на это вы можете повлиять, но это же частные фирмы. Это частные фирмы, которые получают лицензии, путевые листы в АТП. Вот как раз завтра Ну мы вот об и этом есть будем инструмент, говорить. да, лицензия. Там надо наводить порядок. На самом деле у нас там, знаете, как все самоорганизовалось за эти годы. Самоорганизовалось. И, кстати, эти водители маршрутных такси и другие водители, они в разговоре, они тоже сами хотят порядка. Но они говорят о том, что вот уже много-много лет нас никто не слышит, на нас никто не обращает внимания. То есть у них тоже там ряд претензий. И у меня тоже, там, как у гражданина там, простого, тоже есть какие-то вопросы. Там, и иногда пользуются общественным транспортом. И есть там, где все хорошо, есть где плохо, жалобы поступают. И мы вот завтра, кстати, об этом будем говорить. Но этот вопрос будет решаться. Это если возвращаться к тому, что нужно сделать. Да, ну, я думаю, что всему обществу надо понять, что за нас нашу страну никто строить не будет. За нас, я имею в виду, за каждого гражданина в отдельности. И организовать этот процесс в какой-то степени, да, это, конечно, задача этой власти тоже. Вот. Поэтому, но по тем тенденциям, которые происходят, вот если взять динамику, которая идет, она внушает оптимизм. Скажу почему. Потому что и во власти формируется, значит, уже такой программный подход. Да? Сейчас у нас есть разного рода инициативы, такие программные документы с увеличенным горизонтом планирования приняты какие-то... Это вы имеете в виду то, что было центром Олега Домения, да, сделана программа? Ну, центр или ту программу, о исследований. которой, да, центром И эту программу, и концепцию Или вот налоговой стратегия реформы. 2025. Я имею в виду и концепцию налоговой реформы. Когда речь идет о реформировании, не только там написать налоговый кодекс, это комплексный должен быть подход, чтобы этот налоговый механизм на практике он был эффективным. Речь идет о программе «25 шагов развития экономики», которая также была разработана по поручению президента в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте. Уже это о чем говорит? Кто-то может сказать, что вот там есть одна программа, вторая программа, третья, и почему там вот не делаете, да, почему вот там... Это, ну, конечно, есть там основания так говорить, может быть, отчасти. Но с другой стороны, если взять ретроспективу, то есть вот такое брожение вокруг таких системных программных документов, оно началось. Это же запрос общества. Значит, общество уже не только там власть, все общество уже подходит к той черте, что мы же тоже общаемся с людьми на улице. Честно говоря, людям уже это все надоело. Они хотят позитивную повестку. Они хотят позитивную понятный повестку, план они хотят, развития, чтобы улучшался их уровень жизни. Да. Вообще, в принципе. И весь наш разговор, он к тому как раз идет, чтобы мы поняли, что нас ожидает в будущем. То же самое, что было в прошлом, или все-таки рост и улучшение вот нашего благосостояния. Раз вы затронули такую тему, как предстоящий в Сухуми вот первый национальный форум «Стратегия 2025», я бы хотел у вас спросить, а с чем вы идете вот на этот форум? Ну, во-первых, этот форум организовывается по инициативе представителей московской, абхазской диаспоры, в том числе и представителей вообще всех диаспор. Было выпущено заявление совместное, где представители нашей диаспоры за пределами Абхазии проявили такую инициативу. На этой площадке будут обсуждаться перспективы развития Абхазии. То, что нужно нам сделать, чтобы выйти из этого кризиса, чтобы поднять, наконец, этот уровень жизни. И там, если спрашиваете вы про меня, я буду в числе других разработчиков, это, значит, участников в разработке, кто участвовал. Это Беслан Родионович Агарба, Гарри Аркадьевич Делба и я. Мы втроем будем говорить о программе «25 шагов», потому что мы непосредственно принимали участие в ее разработке.
ну, мы и еще другие люди принимали участие, там будут и российские эксперты. Мы будем говорить о ней. Мы будем обсуждать с аудиторией эту программу, ее актуальность, как она будет. Наверное, какие-то практические шаги. Эта программа и есть набор практических Вот вы шагов. мне скажите, а в чем они заключаются, эти практические шаги? Ну, это, если Что это- предполагается вообще? Ну, кстати, по этим практическим шагам, которые там изложены в этой программе, там программа на 5 блоков, 25 шагов на 5 блоков, по 5 шагов. Ну, вот один из блоков – это налоговая реформа, там, а один из блоков – это в части создания условий для предпринимательства. Если вернуться к налоговой реформе, то мы уже ушли дальше. Есть концепция налоговой реформы, уже пошла проработка. То есть где-то частично мы уже, значит, вышли вперед. Где-то мы еще пока не сдвинулись с места. Вот эти все вопросы мы будем обсуждать на этом форуме. А вы скажите мне, пожалуйста, а вот в какой-то конфликт, в клинч, так сказать, не войдет программа Центра стратегических исследований и вот стратегия 2025? Не, ну вообще, почему должно быть противоречие? Во-первых, когда разрабатывалась стратегия, мы тоже принимали участие, как Министерство экономики, и не стоит забывать о том, что Центр стратегических исследований – это организация, которая тоже находится при президенте. Это же не общественная какая-то организация. Вот. И 25 шагов в развитии Абхазии тоже была эта программа разработана по поручению президента в рамках Совета. И значит, вторая программа, когда разрабатывалась, мы брали в основу и стратегию тоже. Я думаю, вот на этом форуме, наверное, все встретятся, и каким-то образом будет подводиться итог той экономической ситуации, которая у нас сейчас существует, и какие меры нужно предпринимать для экономического роста. С чем вы идете, Джамху? Ну, в данном случае Министерство финансов в данных проектах участвует, так скажем, наблюдатель, который будет внимательно изучать все те наработки, которые уже к этому моменту известны. Я бы хотел отметить, что проведение форума, на мой взгляд, это очень положительный эффект, значит, придаст ситуации. Мы увидим и услышим мнения различных экспертов, как наших местных, так и экспертов извне. Безусловно, мы тоже будем активное участие принимать в части дальнейших задач, которые будут ставиться в рамках реализации этих программ. Ну и, безусловно, хочется верить, что нам всем вместе удастся довести до логического завершения все вот эти вот наработки, которые уже есть. И самое главное, что результат будет ощутим. И ощутим он будет в первую очередь для наших граждан. Кстати, вот Янсух Эдуардович очень правильно сказал. И вот если дополнить два слова, я что хочу сказать по вот этому форуму. Не только по этому форуму. Этот форум, если посмотреть список спикеров, организаторы постарались сделать так, чтобы политически активные люди, то есть лидеры каких-то мнений, да, каких-то там организаций, они имели возможность высказаться. Но не просто высказаться там, Выступить с предложением. обвиняя всех и вся, да, или там с обратной стороны говорить, что Ну, все прекрасно, знаете, все хорошо. А Без там- этого тоже, наверное, не обойдется все. Нет, там эта Вы знаете, площадка... я извиняюсь, перебиваю вас, но Ли Куан Ю, да, вот он такой реформатор в экономике, и многого добился, и, в общем-то, одна из таких самых показательных экономик, да, вот. И его высказывание, знаете, какое было о своих соотечественниках? Ну, у него было много высказываний. Да, вот о своих соотечественниках. Любители поворчать, говорит, чемпионы мира в этом деле. Так что от этого, знаете, никто, наверное, не отойдет уже от этого положения. Продолжайте. я Нет, извините, Валерий, не то, перебил. что не отойдет. Вот смотрите, я же уже говорил про Ну, общество. Если политики, которые там претендуют на какую-то историю успеха свою личную, они должны чувствовать запрос общества. А запрос общества сегодня такой. Расскажите, как вы сделаете лучше.
Не надо нам рассказывать, что Не, ну не только лучше, кто-то наверное, плохой. какие-то свои предложения, Ну, это и есть, учитывая да, которые, да. вы бы, наверное, Вот на, вместе на совместно этой как-то площадке, продвигались которой вперед. мы сейчас говорим, в том числе и на этой, и на других, это будет такая профессиональная дискуссия, где лидеры мнений смогут высказать свою позицию, сказать, что необходимо сделать так, так и этак, да? И там эксперты, профессионалы, экономисты, финансисты, юристы, которые будут задавать соответствующие вопросы, которые там необходимо будет разъяснять. И вот такая профессиональная дискуссионная площадка позволит, мне кажется, показать, с одной стороны, кто действительно наполнен вот таким реальным содержанием, у кого такие есть программы, у кого есть видение. Это, мне кажется, очень такая полезная будет история. И мне кажется, надо очень внимательно к этому отнестись, к такого рода инициативе. И вот эту всю политическую борьбу надо переводить именно вот в такой формат профессиональных дискуссий. Профессионально и практически вообще-то, чтобы от этого была, да, эффективность и практика. Но мне кажется, что, знаете, конечно, разные события происходят у нас в экономике, и, конечно же, будущее вот наше, оно зависит от того, какую пользу мы сумеем извлечь из вот нашего настоящего этого времени. Сейчас разные присутствуют мнения, но все-таки ко всему, конечно же, я уверен, вы прислушиваетесь и делаете свои выводы, и, скорее всего, учитываете все то, о чем говорятся. Но нужны, судя по всему, нужны какие-то такие очень профессионально обдуманные, решенные проблемы, которые вместе созреют, вот, судя по всему, наверное, на каком-то вот таком форуме, который сейчас предстоит, или, возможно, на других круглых столах. Вообще, я все время призываю к тому, чтобы не только у нас на телевидении шел такой вот разговор, вот, а в профессиональном кругу, который, возможно, очень важно, вы правильно говорите, возможно, очень который важно. не будет интересен зрителям, Да. да, но зато в профессиональном кругу вот он будет, наверное, более приближенный к какой-то Будет практической деятельности. отсеивать такие вот, знаете. Да, вы Предметное, знаете, конструктивное обсуждение, конечно. да, конструктивное Залог успеха. обсуждение. Ну, вообще, вот, когда говорят о том, что ну, кто-то в своей работе там допустил ошибки или что-то там есть не совсем правильно сделанное, оно, конечно же, в какой-то степени, может быть в большей, может быть в меньшей, имеет вот право существовать. Но, знаете, тут дело заключается в том, что, как Черчилль сказал, знаете, успех – это умение двигаться от одного, ну, он называет провалом, так громко, к другому, не теряя энтузиазма. Не теряя энтузиазма. Вот, заканчивая нашу передачу, я бы хотел сказать, что мы все, граждане, конечно, надеемся на то, что вы, не теряя энтузиазма, вот, приведете нашу страну к благосостоянию, о котором мы, граждане, не будем ворчать. Все будет хорошо, Валерий. Я тоже думаю, что будет все хорошо. Нашим телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях были вице-премьер-министр финансов Джамхух Намба и министр экономики Адгур Авизба. Вам всего доброго. Желаем вам благосостояния.